Приветствуем зрителей телеканала ТНВ. Сегодня берем интервью у Александра Филимоненко. Он снялся в нашумевшем уже ролике за поправки в Конституцию в преддверии предстоящих выборов. Добрый день, Александр. Добрый день, Регина. Хотелось бы начать диалог с такого вопроса. Вы за то, чтобы в Конституции закрепили положение о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной? Ну, тут я не судья, как говорится. Мое мнение, я считаю, что такая поправка, наверное, не обязательна, если она затрагивает чувства каких-то людей, которые, например, той же нетрадиционной ориентации. Можно просто обойтись без этой поправки, к примеру, чтобы не тревожить какую-то категорию людей. Скажите, пожалуйста, как лично вы относитесь к ЛГБТ-сообществу, да? И вообще уместна ли подобная социальная реклама в России? Я отношусь нейтрально. Меня эта ситуация... Главное, чтобы меня, как говорится, не трогать, и я никого не трогаю. Я нейтрально. Я и не поддерживаю, и не против выступаю. У меня есть и друзья, и знакомые, которые нетрадиционной ориентации. Они классные, нормальные ребята. Мы поддерживаем общение со всеми. И в других странах проживают. Сегодня утром откликнулся человек из Вашингтона, знакомый. Тут уже зависит от заказчиков, которые это снимают. И считают они это нужным, пусть снимают, как говорится. Я участвовал как актер, я уже с своей точки профессиональной, отснялся, да. Изначально я не знал, что будет, какая роль, что именно будет, какой посыл. Потом уже узнал на площадке, да, конечно, внутри меня эта ситуация немножко встревожила, но я не думал, что такой резонанс произойдет. Что много людей об этом увидит, и на таком массовом уровне это будет все обсуждаться. Вы говорили, что вы не помните ни режиссера, да, не знаете заказчика. Проект этот связывают как раз с медиагруппой «Патриот». Вы с ними ранее работали, сотрудничали как-то? Может быть, и работал, я не запоминаю студии, компании, в которых я работаю. С людьми, которые работали на площадке, да, я знаком. Где-то пересекались, не так лично, имен не знаю, но визуально знаю в работе. То есть не было ни за, ни против. Почему вы согласились в таком ролике, учитывая, что он, мягко говоря, унижает достоинство каких-то людей и является дискриминационным? Изначально я думал, это просто ролик с человеком нетрадиционной ориентации. Я как актер, мне, конечно, интересно сыграть разные роли, в том числе и такую роль было тоже интересно. Поучаствовать, себя проверить. Какой посыл будет, я еще раз повторю, что я не знал, потом уже узнал на площадке и все-таки надеялся в глубине души, что видео не наберет такого мощного просмотра и резонанса и не затронет чувства людей. Вы сказали, что вы снялись серии роликов, да, про Конституцию. Какие еще серии нам предстоит увидеть? Я снялся только в этом ролике и немножко там просто кадр один был, еще в одном ролике. Не знаю, пойдет ли он в сеть. Также там снимались другие ролики. Я не знаю, почему именно этот ролик выставили в первую очередь, потому что были другие интересные, смешные, снятые. Но они выложили этот ролик, может быть, из-за резонанса хотели вызвать такая ситуация. Вопрос к компании. Мы накануне прочитали, что мы выписали штраф за нарушение самоизоляции. Потом мы также прочитали, конечно, что вы решили пойти и голосовать против поправок, да, в Конституции. И именно это вас сподвигло пойти голосовать против поправок? Меня вообще вся ситуация понемножку уже нагнетать начинала. С запретами различными. Вы имеете в виду относительно пандемии или чего-то другого? Пандемия, да, и реакция властей меня начала напрягать. И еще
эта ситуация, да, вопиющая, когда я сидел в скверике, ну, сейчас вот я тоже рискую, находясь на лавочке, может, сейчас подойдут, и уже будет второе у меня задержание, это уже будет не 4 тысячи, а 5 тысяч рублей. Вас вот не смутила сама идея посыла вот этого ролика, то есть в котором вы снимались? Вот, например, страшно представить, что было бы, если бы такой ролик транслировали, например, в Европе и в Америке, да, учитывая, что у них сейчас там происходит. Мы знаем про эти протесты, да, которые из-за полицейского произошли. Ну, смутило, я же говорил, что мое отношение не как бы с роликом противоречивое. А я уже как попал на съемочную площадку, не мог отказаться, потому что могут подставить людей, которые меня пригласили, съемочную группу. Профессионалист работал. Ну бы я, например, о том, что будет там происходить, я бы 1000 раз подумал, прежде чем пойти. А здесь, когда уже пришел, уже был грим, костюм. Тут, когда все готово, ну, сыграл, да, и внутри где-то надеялся, что, возможно, этот ролик не проскочит. В СМИ также говорилось о том, что актерам запретили, и вы об этом писали, по-моему, у себя в блоге, то, что актерам запретили давать интервью, но мы сейчас с вами общаемся. Скажите, пожалуйста, кто вам запрещал общаться со СМИ? Знакомая, которая пригласила на эти съемки. Она порекомендовала, что лучше, конечно, не давать интервью. Но я дал интервью, чтобы высказать свою позицию, чтобы люди не были так негативно настроены. Не думали, что если я снялся в этом ролике, то я разделяю позицию ролика. Получается, вот эта знакомая, которая вас позвала на съемки, она была в курсе, что там происходит, но вам об этом не сообщила? У нее несколько там сценариев было. Не знаю, читала она до этого, не читала. Ей сказали, вот нужен такой персонаж. Парень, который может сыграть гея. Прочитала она там, не прочитала ей сценарий, я уже не знаю. Я в эти подробности не вдавался. Но факт в том, что да, она меня приглашала именно на эту роль. Я с утра в 6 утра не придал значения какого-то такого. Ну, ролики, я там 1000 раз снимался. И тут такой резонанс, конечно, вышел. Скажите, пожалуйста, что вам писали люди? Вот было больше тех, кто понимал, что вы сыграли там как актер в этом ролике, или было больше тех, кто говорил, что вы вот заодно с создателями? Мнение разделилось, конечно. Люди, которые понимают, и актеры мне писали, и знакомые, что, ну, снялся как актер, тебя пригласили, и много актеров играют противоречивые ролики. Вот сегодня Московское радио какое-то в эфире были, и там был приглашенный тоже гость. Он рассказывал, что много и советских актеров известных снималось тоже в низкобюджетных каких-то фильмах 90-х, которые не могут они внести в копилку. Также тех, которых лично это затронуло ситуация, конечно, у них образовался негатив некий, они писали комментарии и сообщения. Ну, я их понимаю, так как единственный, кто на связи, это про меня информация, и они на меня. То есть вылили. Ну, я с пониманием отношусь к этому. Я не на грубость не отвечаю. Также писали мне, в Голландии человек написал, что ролик это ему прислали, тоже знакомые русские. Ну, поржали над комичностью ситуации, над персонажем, над этим, как карикатурно он сделан. Также знакомый из Вашингтона написал, что вот видел там тебя, с макияжем, конечно, переборщили, а игра нормальная, ну, а так, конечно, к посылу ролика он неодобрительно отнесся. В интервью одному из изданий вы сказали, что вы больше 8 лет снимаетесь в кино и рекламе, да, в известных питерских сериалах именно. Вот, расскажите об этом подробнее, пожалуйста. И что это за феномен такой питерских сериалов? Ну, все сериалы, которые в Питере, как вы знаете, много сериалов снимаются. И «Литейный», «Улица разбитых фонарей», такие известные НТВ. И сейчас выходят новые сериалы, я уже многих и не упомню.
Это небольшие эпизоды, роли. Как-то на домашнем был какой-то сериал, там я тоже, кстати, что-то похожее, там стилиста играл. Ну, тогда какой-то такой критики не было вызвано. А здесь прям такой шквал негодования. Меня еще спросили, снялся бы ли я в ролике. Наоборот. Ну, то есть я сказал, да, с удовольствием, чего нет. Александр, могли бы вы вкратце рассказать о себе, чем на данный момент занимаетесь, где учились? Ну, я закончил строительный университет. Сейчас временно пока без работы, кризис у нас. Вот. Ну и когда съемки получается, хожу, как говорится, на съемочную площадку. То есть, получается, вы не профессиональный актер? Да, не профессиональный. Также очень люблю путешествия, активный отдых в жизни, в зал хожу, ну сейчас все закрыто. Александр, спасибо вам большое за интервью.